Здравствуйте, друзья! Коротко о важном. Сбитая собачуля вчера истекала кровью. Срочно повезли в клинику. Кровотечение остановили. Ехала в клинику Дарвин. Вот такая зяйка, руки мне лижет, просит о помощи. Куратора мы так и не нашли. Никому мы не нужны. УЗИ будем делать сейчас мочевого пузыря. Где моя Халёся? Скажи, помогите кто-нибудь. И также срочно, нелегко и не запросто, но смогли утром вывести в Москву. Нам несказанно повезло, Заинька, да? Нас позвали в порт. Сейчас Заинька полетит у нас в Москву. Моя девочка уже готова. Вот сейчас мы полетим, и там нас будут лечить. Нас там будут лечить, конечно, самые лучшие доктора. Спасибо всем девочкам, кто помог. Лара Володина, Тамара, спасибо вам большое. Все, доча, Зайка поехала, встречайте, девочки. Пока-пока, Зайка. Итак, сейчас прилетели наши спасеныши. Это вот такая наша девочка, сбитая, вокруг которой много шума, но мало дел и мало действий. Все только просят спасти, но спасать некому. Она все равно прилетела, она будет жить. Как жить, мы пока не знаем. Это нам расскажут врачи. Но, тем не менее, грустно, что очень много шума, а помощи руками и ногами ноль. Нет слов. Чего-либо просить бесполезно. Поэтому как есть. И наши кошечки. Рыженькая и черненькая. Прилетели сегодня два котика, спасенных летом одной доброй женщиной. Черно-белого нашла в мешке с трупом его сестрички. Шваркнули их обоих об стену. Удар пришелся на сестричку, она была мертва. Брат был слаб, но живой. Рыжий сам кинулся на эту женщину, убегая от злого пса. Пришлось и его забирать. Откормила, поставила прививки, кастрировала. Очень просила за них вывести из ада. Там ведь, если даже пристроишь, все равно выкинут зимой. Обещала, вывезла. Скоро уедут в семьи. Сбитая наша девочка, да? Давай, моя хорошая. В аэропорту попою ее, но кушать, если сдавать анализы сразу, все-таки нежелательно. Корм есть, но хотелось бы все-таки сразу оперативно сдать анализы, какие скажет доктор. Так, сейчас еще тебе налью водички. Сейчас еще налью. Вот какая ты у меня умничка. Ой, дверка у нас падает. Все, да, напилась? Попей еще. Малышка за тебя переживает, но только все на словах. А руками, ногами пока никто не отвлекается. Или нереальная какая-то предлагается помощь, а тебе нужна действенная. Ну что ж, будем как-то выживать. Тебе всего лишь, наверное, годик, правда? И ты еще руки лижешь. Ты благодаришь нас, конечно же. Боже, у тебя и даже ошейник-то неплохой, а? Малышка. На самовыгуле была, да? Кушать себе бегала, добывала. Чудо мое нежное. Чудо. Чудо из чудес. Да я тебя попробую. Ой, худенькая, да? Кушать хотела. Малышка, я тебе принесла еду, но тебе надо сначала сдать анализы. Это я специально говорю для всех, кто за нее переживает. Водичку мы попили. Да? А кушать мы будем после
анализов. Ты моя хорошенькая. Ты мое солнышко. Какое же ты чудо. Боже, боже, сколько нежности в тебе. Сколько любви. Она какая-то неземная девчонка. И правда, зайка. Тебе правильно дали имя, зайка. Малышка. Ну ты еще такая молодая, а? Ну надо работать с твоими ножками. Хорошим врачам. Хороший врач будет только 18 сентября из отпуска выйдет. Малышенька, солнышко мое, как же к тебе хочется прикасаться, а? Какая же ты человечная. Не трясись, не трясись. Ты умница. Ты умница, девочка, умница. Лапки такие невысокие. Ну, кто тебя сбил? Кто? Ведь могла же жить. Да нет, там в любом случае жить тебе бы не дали. Просто бы отравили, просто бы убили. Там все равно жизни нет для таких собак. Поэтому с ней случилось то, что случилось. Ты моя девочка, ты моя солнышко. К тебе очень хочется прикасаться и быть очень-очень нежной с тобой. Ты чудо. Чудо из чудес. Ну, поехали. Там машина уже подъезжает. Вот такие рыжие наши друзья меньшие приехали. Ждем пока такси. Веду съемку, чтобы показать, какая нежнятина приехала. Просто нет слов. Одна рыженькая, другая рыженькая. Приехали те, которых убивают. Но рыжие, я думаю, все равно бы там жить не дали. Если она была на самовыгуле и просто никому не нужная, бегала, добывала себе еду, то все равно ей там было не выжить. Отравили бы, убили. Но с ней случилось вот другое несчастье. Ее сбила машина. Сколько она пролежала на дороге, никто не знает. Поэтому вчера она была... Из нее шла кровь, вышла лужа крови на утро. Причина пока непонятна, буду делать УЗИ. Это сокровище, наша драгоценная девочка, сбитая зайка. Малышка, в клинику едем, в клинику. И две спасенные кошечки. Ну все, тогда едем. Друзья, эту сбитую собачку изначально размещали по местным группам и чатам. В ответ была мертвая тишина. Обсуждали кого угодно, других собачек, но не эту сбитую. Ко мне обратились как к последней инстанции «поможешь» прокричать на канале. Меня удивляла тишина по этой собаке. А я продолжала звонить, нервничать. Отложив массу других дел, пыталась найти выход. Ночь без сна, пассажиров нет. Слышала обещание, а потом отказ. А ведь счет шел на часы. Утром она уже была в луже мочи и крови. Медлить было нельзя. Времени на крики и ожидания чуда не было. И когда ночью было принято решение идти напролом, будь что будет, пробовать, ехать в порт, там тоже не все гладко. И вот, опустив подробности, эта зайка прилетела в Москву. Пока решали все сложные вопросы по ее состоянию и перевозке, появился куратор. Но куратор живет не в Москве, поэтому встречать пришлось снова мне. И на собранные деньги, хотя я не открывала сбор, оплатила перелет и зоотакси до клиники. А теперь просят оплатить стационар за несколько дней, пока идет обследование и пока ждем выхода из отпуска нужного для зайки хирурга. Друзья, теперь мы открываем сбор, чтобы оплатить несколько дней стационара зайки. 1 день 3000 стационар. Пожалуйста, помогите этой собачке. За нее очень многие переживали и хотели ей помочь. Вы хотите? Вы хотите? Мой золотой.
хорошенький. Вот как он пошел по делам. А ты, трусишка, иди сюда, вылезай. Ну, вылезай, красавчик. Он уже пошел по делам. Дела в уши. Теперь это пошло. Вот такие лотки поставила, 4 штуки. Не знаю, к какому они привыкли горшку. Наверное, с наполнителем. Да ладно тебе. Как много интересного нового, да, мальчики, мальчишки. Видишь? Как много интересного. Даже вон не едят мясо. Положила им маленькие кусочки сырого, сухого, любого. Нет, не хотят кушать. Киська, киська, тяляня тебе, тяляня. На окошке хочешь посидеть? Привыкла на окошке сидеть? Ну, молодец.